Ассаламу алейкум вараматуллахи вабаракатуху. Добро пожаловать всем на мой канал. Сегодня хотел бы рассказать коротко об оккупации Чеченской Республики. Является ли Чеченская Республика в данное время оккупирована? То есть я хочу напомнить некоторые моменты. Во время Ичкерии у нас в 96-м и до 2000 года, можно сказать, как было в Чеченской Республике. В Чеченской Республике было мародерство, было убийство, было очень много воровства людей, из-за этого было очень много жалобы народа и требовали выкуп, например, в то время, когда чеченская, то есть была Ичкерия в Чечне, я помню, видел, мы все это с вами очень хорошо знаем, что скоты, люди охраняли свои фермы, вот такие вещи были. И у нас был и бандитизм, терроризм, и ваххабизм, все, что можно было. То есть у нас в Чеченской Республике были очень неуправляемые, то есть группировки. Народ этому был против, народ требовал положить оружие, и война закончилась, и никто не хотел этого. Каждый взял, то есть создал себе такие группировки и начал воровать нефть, продавали, не на этом остановились, то есть занимались конкретно и наркотиками, и всеми возможностями, чтобы зарабатывать каким-то образом деньги и сохранить свои группировки. То есть я лично это сам видел, я лично это знаю, и очень много, мы все чеченцы это прекрасно все понимаем, просто мы не можем это признать, то есть мы не хотим этого признать, и так как вы наблюдаете в соцсетях, евроистерички, скажем, евро-чечи, то есть чеченоговорящие, ичкерийские, то есть ичкеристы, у них нет желания, чтобы наши дети знали правду. Поэтому их очень в последнее время стало много и делают такие стримы, всякие видеоролики закидывают в соцсети. В общем, как-то так. Лично я считаю, у меня вопрос даже слушателям. Как вы думаете, я считаю так, в то время была Чеченская Республика оккупирована бандитизмом, экстремизмом, терроризмом, ваххабизмом, потому что они приобрели свободу, это правда, но свобода была приобретена для бандитов. Понимаете? Если у нас кража, если у нас убийство друг друга, если у нас то есть крадут людей, за это выкуп. Если у нас, я много чего еще воздерживаюсь, потому что я веду сейчас разговор на русском языке, в некоторых вещах я даже воздерживаюсь. Понимаете? Если у нас все это, оружие, продажа, свободно, не было никакой паспорт, никакой номер машины, документ, если все так происходит, как вы думаете, была ли оккупирована Чеченская Республика в то время или сейчас? Сейчас, смотрите, у нас есть все, мы живем по своей религии, по своей традиции, у нас есть для народа все условия, альхамдулилля, еще день за днем это улучшается. То есть у меня вопрос, если народ требует людей, то есть этих бандитов, сложить оружие и требует нормальной жизни, а в какое время Чечня была оккупирована? Понимаете? Вот сейчас единственные люди, которые недовольны, то есть нынешним властью, это в соцсетях. В реале я живу здесь, в Европе, я нахожусь в Бельгии. Да, я единственный блогер, который веду открыто свой блог. Здесь люди просто боятся. Но здесь тоже люди не против, никакой у них нету. Они едут домой, приезжают, строят себе дома дома. Понимаете? Но я здесь единственный блогер, который поддерживает свою страну. Я почему поддерживаю свою страну? Я проанализировал все это, что было раньше, как что было. Вот поэтому у меня вопрос к зрителям. Как вы думаете, находится ли Чеченская Республика в оккупации, если народ доволен? В прошлом я вам рассказывал, все это правда, всему это факты, доказательства, все есть. Даже Россия когда-то, у нас был Хасавюртовский то есть, договор, Россия выделил для Чеченской Республики
деньги, пенсии, пособия, а люди, то есть народ, не получал ничего. То есть, когда задали вопрос президенту Масхадову, Аслану, куда делись деньги, они сказали, что они купили оружие. Для народа же не оружие нужен, для народа нужен пенсия, пособие, то есть условия, понимаете? Сейчас у нас есть и школа, и, как это на русском, ну, хюджур, это исламское, то есть обучение, где хочет учиться. Есть спорткомплексы, все, дороги, больницы, все. А при Ичкере у нас ничего не было. Хорошо, там некоторые говорят, что не успели делать там это. Но день со днем, наоборот, хуже стало. Хуже. То есть нас использовали. Как сейчас используют Украину. Нас использовали. То есть мы, мусульмане, поэтому вся происходила через религии. Используя религии, они вербовали наших молодежь, и таким образом они создавали всякие группы. И вот так, чтобы содержать таких бандитов, нужны деньги. Поэтому они занимались и воровством, и выкупами, и со всеми возможностями. И это правда. Я нахожусь здесь, в Европе. Но здесь вести такой блог, это очень трудно, опасно. Но я готов к этому, иншаллах. Мои уже, как сказать, как бы ни было, я покину этот мир. Мы все покинем этот мир. Я не хочу сойтись со справедливостью за правду. Я хочу последние свои, оставшие своей жизни, идти на пути Ахмад Хаджи. Потому что я его выбрал убежденно. То есть мое убеждение в чем? В том, что он не просто хотел сделать, он сделал для народа все. И он отдал свою жизнь за народ, за тот выбор, который он сделал. Я благодарен Ахмад Хаджи Кадырову, также благодарен Рамзан Хаджи, сыном, и так как он продолжает этот путь. И также надеюсь, что его сыновья Адам, Али и другие все не бросят этот путь. Мы, клянусь Аллахом, то есть тот, кто меня послушает, будет идти по этому пути. Иншаллах. Мы един, мы целые. Ахмад сила. Аллаху Акбар.